Считанные дни остаются до окончания приема заявок на конкурс грантов главы Коми, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году проект полностью автоматизирован. Все, вплоть до определения победителя, проходит в электронном формате. Этап приема заявок начался 8 июня и продлится до 1 июля включительно. Какие организации и с какими проектами уже в числе участников, знает Евгения Кладкевич. Передвижение по городу для незрячих всегда испытание. Порой от дезориентации в пространстве не спасает даже электронная система навигации. Коми-региональная организация Всероссийского общества слепых предлагает внедрить в столице систему звукового ориентирования «Говорящий город». Она в любой момент поможет незрячему человеку найти дорогу и не заблудиться. Первый такой маршрут по плану запустить между самой организацией и библиотекой имени Луи Брайля. Если в пределах доступности человек нажимает на кнопку в своем телефоне, этот датчик сигнализирует, в какое направление двигаться необходимо дальше, чтобы достигнуть необходимого объекта. Данная программа была установлена в Сочи во время проведения Паралимпийских игр. Очередной проект, предназначенный уже для детей с ограниченными возможностями, представила организация «Интегрированный мир». На базе нее специалисты проводят диагностику и профилактику ослабления сенсорной интеграции малышей, нарушения зрения, расстройства обоняния, проблемы с вестибулярным аппаратом. Все это тормозит развитие ребенка. С помощью динамических занятий и специального оборудования эти проблемы можно сильно ослабить. Сенсорная интеграция – это неврологический процесс, который происходит здесь и сейчас с каждым человеком. Мы проводим все с использованием специализированного оборудования по сенсорной интеграции. Это системы раскачивания, это различные физические активности. Большую часть занятий мы проводим на качельках. То есть у нас разные системы раскачивания есть. В случае победы организация планирует пополнить число таких качелек, а еще планирует закупить батуты и маты для пола. Конкурс на предоставление грантов НКО проходит в регионе с 2013-го. В прошлом году заявки на участие были присланы из всех муниципалитетов. Победу одержали 62 проекта. В этом году прием заявок начался 8 июня, и главной особенностью конкурса стала его полная автоматизация. Отправка заявки, оценка проектов и выбор победителя реализуются на специальном сайте. Направления разные. На конкурс могут быть представлены проекты по 12 грантовым направлениям. И эти грантовые направления включают в себя более 50 тематических направлений реализации проектов. То есть это и поддержка материнства, семьи, отцовства и детства, повышение качества жизни людей старшего поколения. То есть перечень грантовых направлений практически полностью охватывает те виды деятельности, которые осуществляют социально ориентированные НКО на территории нашего региона. Приоритетным направлением этого года стала молодежная политика. Проекты по этому направлению смогут получить поддержку до 1 000 000 рублей. По остальным номинациям максимальная сумма – 700 000. В этом году региональный конкурс был поддержан фондом президентских грантов. Было выделено 25 миллионов рублей. Таким образом, общий объем финансирования конкурса благодаря федеральным средствам превысил 50 миллионов. Евгения Кладкевич, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.